Два Алексея у меня сегодня за плугом. Один молодой, другой постарше. Плуг настроен очень хорошо, работает четко. Двигатель что-то не очень хорошо фурчит. Там соседи пахали на тракторы. Я позвал тракториста, и вот операция пахота 22. Все сделали, просто супер. Всем привет, и друзья! Ну, наконец-то у нас сегодня погожий денек такой. Наконец-то, наверное, хочет все-таки лето наступить. По прогнозу вот еще сегодня, да, нормально. Завтра дождь, послезавтра дождь. И потом уже теплая погода такая будет, умка воет. Слышите, наверное, где-то соседи уже пашут. И мы, друзья, сегодня тоже собрались пахать. Пахать участок, ну, сколько получится, потому что будем все это делать не спеша. И, ну, сколько сможем, только и спашем. Потому что все равно вот эти следующие 2 дня дождь. Ой, не могу разговаривать, умка воет, ей гулять хочется, а гулять пока рано. Вот. Тоже разговаривает, как я тоже. Это жалуется она на вас, друзья, гости и подписчики. Вот она жалуется на меня. Вот. Сзади меня огород. Навоз уже раскидан, так сказать, по участку. Спереди меня поле, участок. Прошлый год туда навоз клали. В этом году не будем ложить. Без навоза обойдется. Потому что, когда слишком много навоза, тоже там картофель потом получается, ну, с такими ранками или что ли, как по-русски сказать правильно. На улице такой ветерок у нас, но... Ой, вот как ее слушать, а? Совсем вот хаски они такие, они разговорчивые такие, разговаривать как человек не умеют, но свои претензии в виде воя и портить нервы они умеют. Вот. Хотя они такие, собаки очень такие, ну, позитивные, на них посмотришь и вольно-невольно улыбаешься. Но вот когда начинает 2 часа ночи вот так выть, это ужасно. Это ужасно. Вот. Отвлекся от темы, у нас сегодня пахота, как и говорил. И придут сегодня ко мне помощники тоже. И я потихоньку постараюсь поснимать, что и как там. Ну вот так выглядит огород до пахоты еще. Навоз Маша вчера вечером, уже поздно, где-то, наверное, часов в 7 или 8 даже, разбросала. Вот этот побольше участок, который вот этот, как бы разделено, да, тут вот более-менее такая почва немножко, ну, сухая. Вот только вот там под конец участка там попадается влажная почва, а вот здесь вот этот маленький участок очень сильно беспокоит. Сюда делаем маленькие грядки, и в этом году все с запозданием, потому что вот чеснок там растет, конечно, ну и клубнику Маша посеяла, а вот с этой стороны мы делаем маленькие грядки. Ну там после вот снега и дождей это все превратилось в болото. И земля, почва опустилась, уровень почвы опустился почему-то вот с этим участком очень сильно опустился. Прям на глаз видно. И думаю, осенью, где-то уже в конце августа сюда завозить песок. Если МТЗовских телег, ну, штук 10, думаю, завести и поднять вот этот уровень, просто уже все. Так больше, ну, как бы
в этом болоте тоже ничего не будет расти, и пахать толком невозможно. Вот. А я пока, друзья, жду своих помощников, придут и будем пахать. Умка пока песни поет, я послушаю ее песни. Ну что, друзья, пришли мои помощники. Шумно, конечно, там двигатель орет. Я постараюсь все равно немножко рассказать про помощников моих. Он дядя Ваня. Дядя Ваня на мотоблоке, на лебедке. Ну, лебедка такой, двигатель с лебедкой. Дальше дядя у Маши, дядя Леша и Алексей, постоянный помощник. Потом племянница Елена и теща в этом году помогает тоже на огороде пахать. Лидия Кузьминична. Вот так. Вот так в этом году у нас вот такая бригада для пахоты. Сестра еще не успела с города приехать, она сегодня тоже подъедет, будет тоже помогать там делать грядки всякие и борозды там. Она очень много еще на грядке будет работать. Вот такая небольшая бригада. А я потом поближе уже буду снимать, так сказать, как там и чё плуг и лебедка. Сразу граблями подправляют, навоз кладут, борозду. Вот так примерно. Двигатель что-то не очень хорошо фурчит. Ну что, здесь вот этот участок маленький закончили. Вот это самый трудный участок. Здесь такая влажная земля. В этот год еще. Вот этот закончили. Были проблемы с двигателем. Поменяли карбюратор. Попросили у деревенского и перешли на большое поле.
вот, который возле амбара, вот этот побольше участок. И планы минимум сегодня вот это, хотя бы тот участок закончить. Если там еще нормально будет, можно и туда прийти, конечно, но не знаю, вон там Умка с Умкой наблюдаем. Умка волнуется, нервничает, что не дают ей гулять. Да ладно. Ну что, продолжают работать. Отличный день. Вообще, я с утра немножко замерз и бушлат одел. Сейчас сижу в бушлате, и мне жарко стало. А с утра выходил в курточке легкой, у меня ветер продул. А сейчас вот одел бушлат, и как по заказу ветер потеплел, тучи на небе уже все не осталось. Видите, солнце. Все. И жарко даже. Ну, сказали, что днем 18 градусов будет. Не знаю сейчас вот сколько примерно. Небо синее. Все. Алексей. Два Алексея у меня сегодня за плугом. Один молодой, другой постарше. Знаете, плуг настроен очень хорошо, работает четко. Ну что, друзья, у нас и этот участок готовый. Сейчас осталось там вот мужики, ну, борозду будут поднимать в конце участка. Это всегда так делается, заключение, так сказать. Штрих по периметру пройдутся, и потом уже все будут заканчивать. И вот этот участок готовый. И пока вот они это пахали, возле, там соседи пахали на тракторы, я позвал тракториста, и вот участок, который
спереди дома мы спахали на тракторе. Вот этот участок, друзья. Этот участок спахал трактором сегодня. Дядя Вань сейчас пройдется быстренько. И можно считать вот этот участок готовый. Ну что, друзья, закончился у нас пахотный день. Все нормально, спахали. Правда, там в самом конце уже наша лебедка опять дала сбой небольшой, порвался трос сцепления, но это, в принципе, не сильно там для пахоты повредило. Это быстренько починим мы, чтобы дальше там пахать. Но у меня участок уже закончен, там потом дядя Ваня себе будет уже пахать. Пока пахали вот этот участок ручным плугом, да, ну, мотолебедкой и ручным плугом, я увидел у соседей там трактором пашут, и возле дороги участок, где сухой, очень сухой участок, я спахал трактором. Потому что вот этот у нас там разрастается, уже много лет пашем вот этой лебедкой, легким плугом, и он все-таки корневище вот этого осота не рубит, ну, короче, осот разрастается. Нет, да надо вот поглубже спахать. Трактор все-таки пашет очень достаточно таки глубоко. Вот. И после трактора, конечно, там много чего надо подправлять, но это тоже надо делать. А сюда почему, хотя бы и здесь надо было спахать, но тут трактор вязнет. Земля мокрая, да еще и в этот год, все годы вообще очень такой влажный. Ну, земля влажная. Ну вот, погода установилась вроде более нормальная такая. Не знаю, ну вот сказали, что завтра и послезавтра дождь, и потом остальное все хорошо, там будут солнечные дни. И думаю, уже
посадим картошку. Но это уже совсем другая история. Мое дело было сегодня, на сегодняшний день операция пахота 22. Я это сделал. То есть я организовал, мои помощники, и трактор справились, все отлично. Все сделали, просто супер. Надо немножко подправить там и начать сажать картофель. Вот так. Выглядит огород достаточно после пахоты красиво, прям душа радуется. Вот. Ну что, я потом уже буду заезжать, мои помощники все уже разошлись, пообедали и пошли домой. До обеда мы это все благополучно все сделали. Время час, а у меня уже все готово. Трактор очень быстро помог. Мы обычно первую половину ручным, вот сейчас что спахали ручным способом, ручным плугом, пашем, потом обедаем и потом вторую часть возле дороги пашем. А сей год за раз все получилось. Отлично. Вот так. Все нормально. Главное теперь посадить картошку, и чтобы она уродилась хорошей. Ну, а на этом все. Друзья, заканчиваю это видео. Вот такие видео у меня сейчас выходят с огорода нашего.